В эфире программа «Актуальное интервью». В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом остается напряженной. В России в последнее время уровень заболеваемости в районе 9 тысяч человек в сутки, а в Якутии более 100 инфицированных каждый день. О вирусе, его разновидностях, методах выявления борьбы и, конечно же, вакцинации спросим у замдиректора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России, эксперта Всемирной организации здравоохранения и кандидата медицинских наук Вадима Тестова. Вадим Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете эпидемиологическую обстановку у нас в Якутии? В настоящее время эпидемиологическая обстановка достаточно напряженная. Прежде всего это определяется тем, что в течение последних 5-6 недель мы отмечаем отчетливый рост числа случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19. И в настоящее время мы еще раз определяем эту ситуацию как достаточно тревожной, вследствие чего, меняя моих сотрудников, Минздравом, федеральным Минздравом, было принято решение откомандировать в Республику Якутия для того, чтобы посмотреть ситуацию на месте и совместно с вашими специалистами наметить план мероприятий дальнейших по предупреждению распространения инфекции. У экспертов опасения вызывает так называемый британский штамм коронавируса. Что можете о нем сказать? Какие у него имеются особенности течения заболеваемости? Касательно мутаций коронавируса, в принципе, коронавирус SARS-CoV-2 и вообще все разновидности и подтипы коронавируса, они склонны к мутированию, к достаточно быстрому мутированию, поэтому появление мутаций, появление мутантных штаммов и их распространение не является чем-то необычным и сверхъестественным. Скорее всего, это логический, закономерный биологический процесс. К этому, в общем-то, специалисты готовы. Касательно британского штамма, вы говорите сейчас про британский штамм. Есть публикация о том, что имеются южноафриканские отдельные штаммы, сейчас индийский штамм, бразильский штамм. Это региональные мутации. В настоящее время мы можем оценивать их особенности, в том числе то, каким образом в клиническом плане они текут, в основном по данным литературы. Есть определенные публикации специалистов, что для британского штамма характерно более тяжелое клиническое течение, в частности, более тяжело протекает заболевание, более сложно и тяжело течет заболевание у молодых контингентов. Но позиции устоявшиеся, научно-доказательной по этому поводу пока нет. Во всяком случае, тактика лечения коронавируса при всех его вариантах мутантных, она, в общем-то, отработана. Она и в настоящее время является достаточно стандартной. И, соответственно, наша задача в предупреждении любого штамма, британского, южноафриканского, сибирского или бразильского, это выполнение требований санитарных норм и правил предупреждения распространения и со стороны медицинских работников правильной организации медицинских мероприятий. Вот и все. Больше британский штамм ни на что не влияет. Одна из самых обсуждаемых тем сегодня – это вакцинация. Хотелось бы с вами, как специалистом высочайшего даже класса, обсудить эту тему поподробнее. Вы уже успели ознакомиться с обстановкой на местах. Какими темпами проходит вакцинация у нас в Якутии? Касательно вакцинации, ваш субъект проводит вакцинацию достаточно неплохо. На данный момент вакцинировано от подлежащих вакцинированию контингентов, которые запланированы для вакцинации,
порядка, ну, наверное, на данный момент уже 38-40%. Это, в общем-то, неплохой показатель для субъектов федерации. Вы получаете в том числе в ближайшие дни, вот буквально в пятницу вы получили достаточно большую партию вакцины дополнительно. Она уже находится на пунктах вакцинации. Но надо понимать, что на данный момент вакцинировано, хоть и очень хороший показатель 40%, но это всего 40%. Учитывая, что в республике Якутия мы не наблюдаем какой-то очень серьезной прослойки иммунологической ковида и протекция населения COVID-19, в общем-то, не очень значительна, ваши показатели вакцинации – это 70-75% всего взрослого населения. Это тот порог, когда мы можем более или менее уверенно говорить, что за счет сформированного иммунитета у населения циркуляция вируса и передача вируса может прерываться. Так что вы видите, несмотря на хорошие темпы надо продолжать. Вакцинироваться необходимо активно, а учитывая вашу ситуацию с тем, что вот у вас пошел вот этот весенний-летний подъем заболеваемости, делать это нужно максимально быстро, поскольку вакцинация – это по существу единственный в настоящее время надежный инструмент медицинского характера, который предупреждает развитие и распространение вирусной инфекции. У граждан появляется очень много домыслов по поводу подготовки к вакцинации. Давайте ответим на самые популярные. Нужно ли сдавать тест на ИФА перед тем, как привиться? Это не является обязательным тестом, абсолютно не является обязательным тестом. Некие рекомендации, которые возникли вне, скажем так, медицинского, скажем так, серьезного медицинского сообщества, которые связаны с необходимостью вот знать показатель своих антител, прежде всего иммуноглобулинов G, перед вакцинацией, они связаны с тем, что большое, значительное число случаев коронавирусной инфекции протекает, как сейчас принято говорить, малосимптомно. То есть фактически человек может имеет минимальные возможности оценить проявление инфекции, то есть он чувствует себя хорошо, особого нет дискомфорта, либо он минимален, а инфекция прошла. Но что мы видим сейчас, и это, собственно говоря, публикации, это уже научные факты. Случаи, когда коронавирусная инфекция протекает вот так малосимптомно, или, как мы еще говорили ранее, бессимптомное течение, они по существу приводят к определенным изменениям иммунной системы. Имеется действительно определенный уровень антител, но этого абсолютно недостаточно, чтобы сколь-либо уверенно противостоять по случаям повторной инвазии РНК, инвазии вирусной инфекции. То есть случаи заболевания у таких контингентов, они вполне реальны. И мало того, повторные вот случаи заболевания бывают и крайне тяжелые, с печальными исходами. Поэтому сам по себе факт перенесенной когда-то инфекции с наличием какого-то уровня антител противопоказанием для вакцинации не является. И эти группы мы рекомендуем вакцинировать. То есть правильно ли я понял, что при наличии антител G, к примеру, все равно можно прививаться? Да, можно. В каких случаях нужно обратить, во-первых, при вакцинации вы так или иначе обращаетесь к врачу, да, то есть где будет проведен совершенно опрос, оценка ситуации, в том числе анализ того, переносили ли вы инфекцию ранее или нет. В случаях, если у вас перенесена вирусная инфекция в тяжелой и среднетяжелой
форме, средне-тяжелой степени тяжести и тяжелой степени тяжести. И когда у вас есть напряженный иммунитет, то есть значительное количество, 20-30 миллимоль иммуноглобулинов на миллилитр. Это один вопрос. Но перенесшие в клинической форме лица коронавирусную инфекцию об этом хорошо знают. Поэтому, проконсультировавшись с врачом, они могут в каждом конкретном случае получить показания либо противопоказания к вакцинации. Опять же, когда мы говорим вот о том, что люди обсуждают титр антител как противопоказание к вакцинации, речь идет вот об этих малосимптомных случаях. А они фактически во всех случаях показаны для вакцинации. То есть низкий уровень антител, а он у нас достаточно низким уже считается 15-10, являются по существу показателем того, что вакцинация показана. В разговорах с людьми, да и в соцсетях часто можно встретить такое мнение, что заболеть можно от самой вакцины. Правда ли это? Что имеется в виду, давайте спросим у тех, кто как бы обсуждает этот вопрос. Естественно, какие-то поствакцинальные реакции возможны. Они связаны с тем, что действительно вакцинальный штамм, вирус вводится в организм. Эти вакцинальные реакции, как правило, это 1-2 дня. Они могут заключаться в повышении температуры, какие-то неприятные симптомы или самочувствие ухудшения, или некая такая ломка мышц и боли мышечные, может быть, умеренные головные боли. Все это возможно в течение 1-2 дней. Но надо понимать, что это не клиническая инфекция, то есть это не клиническое течение заболевания. Если же мы говорим о том, что вакцинированный человек заболевает в результате введения вакцинного штамма полноценной инфекции развернутой, когда имеется длительная клиника, выделение вируса в окружающую среду, то, честно говоря, я таких случаев в литературе не видел и сам с ними не сталкивался. Вадим Витальевич, по информации, которая у нас имеется, вы уже успели посетить поликлинику Якутска, также в район выезжали. Как в общем оцениваете работу наших якутских врачей? Какие у них настроения и есть ли так называемое выгорание у сотрудников медучреждений сейчас? Да, мы, в общем-то, активно поработали все эти дни, что мы здесь 3 дня находимся в регионе. Основные, самые крупные медицинские организации, обеспечивающие диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, мы действительно посетили, посмотрели, проконсультировали больных. Я не первый раз в Республике Якутия, в том числе мы были здесь и осенью, когда ситуация была не менее сложная, а может быть даже и более сложная, поэтому у меня, я бы так сказал, есть определенные уже представления о работе медицинских организаций, для меня это уже не в новинку здесь. В общем, я должен сказать, что система оказания помощи и квалификация медицинских работников здесь достаточно на достойном уровне мы видим. Мы, естественно, в ходе консультации обсудили многие вопросы, в частности, современных подходов к лечению. Много общались со специалистами. У меня от этого общения имеется удовлетворение. И вот при встрече с руководством вашего региона я сегодня, в общем-то, свое мнение высказал. Система здравоохранения республики вот с этой вспышкой и вообще вот с этой неблагоприятной ситуацией справится. Естественно, только для этого понадобится какой-то срок. Вадим Витальевич, ну и в завершении, могли бы вы дать какой-либо прогноз по дальнейшему развитию эпидемии в нашем регионе, ну и в целом по стране, когда стоит ждать окончания?
Ну, если взять ситуацию в целом по стране, она у нас достаточно с одной стороны, она у нас достаточно неравномерна, у нас разные субъекты ввиду, прежде всего, большого территориального распространения нашей страны и наших территорий и значительных географических различий, климатических, национальных и культурных различий в наших субъектах, очень различная ситуация. Касательно в целом, что бы сейчас ни говорилось, речь идет о том, мы еще раз должны, когда обсуждаем вопросы последствий, когда мы обсуждаем вопросы, как мы прошли вот эту вот пандемию, мы должны понимать, что это действительно пандемия, что это массовое поражение, инфекционное заболевание с поражением и с заболеванием большого, значительного процента населения нашей страны и мира вообще. И если нас сравнивать, в общем-то, со странами, как западными, так и с теми странами, которых пандемия коснулась наиболее тяжело, в целом мы прошли ее достойно. В целом мы прошли ее достойно. И система здравоохранения в целом касательно вопросов профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией в целом справилась. Что касается Якутии, я бы сказал, несколько шире дальневосточного региона. Здесь я бы хотел отметить два факта, серьезных факта, которые будут влиять на дальнейшее развитие ситуации. Первое. Но при всем при том, что, наверное, население знает, что была здесь, в общем-то, серьезная волна заболеваемости и всплеск заболеваемости в осенний период 2021 года. То, что, несмотря на то, что у нас вот сейчас есть подъем определенный и видимый заболеваемости весной, вот апрель-май этого года, по проценту поражения населения вирусной инфекции, а следовательно по доле лиц, которые защищены иммунитетом после перенесенного заболевания, так называемая иммунная прослойка в регионе, в общем-то, не очень велика. Чем это грозит? Это грозит тем, что предполагать, что в какие-то ближайшие сроки ждать полного окончания эпидемии не стоит. То есть мы должны трезво понимать, что в ближайшие недели заболеваемость будет продолжаться. Мы не думаем, что будет значительный рост, но на определенном таком тлеющем уровне заболеваемость будет. Поэтому второй момент, который мы отмечаем сейчас для Республики Якутия, это то, что в зимний период времени у вас сложились достаточно оптимальные условия, скажем так, для контроля за распространением инфекции. То есть это достаточно небольшие контакты и несколько такая сниженная активность населения, которая вот и привела к тому, что зиму вы провели, в общем, достаточно спокойно. Теперь мы видим несколько другую ситуацию. Это второй фактор. Это то, что в связи с потеплением активность населения возрастают и начинают проводиться массовые мероприятия. И вот здесь прямой риск достаточно быстрого распространения заболеваний по типу вспышек среди вот этих групп, где проводятся коллективные мероприятия. Что в этой связи, кроме вакцинации, мы можем рекомендовать? Вот когда мы говорим про масочный режим уже в течение 1,5 лет, вот на мой взгляд, Якутия показала вот оптимальная эффективность данных мероприятий. Вот то, что я вам сказал. Зимой была разобщенность определенная,
предотвращение близких контактов и минимальное количество заболеваний, то есть буквально уход заболеваемости к минимальным значениям. Возобновление контактов, какие-то групповые мероприятия, и сразу вы показываете рост в разы. То есть в этом плане вывод сам по себе напрашивается. Строжайшее соблюдение масочного, прежде всего, режима, максимальное ограничение массовых мероприятий. Если проводятся массовые мероприятия, они должны проводиться с жесточайшим соблюдением санитарных и медицинских мер, вплоть до тестирования предварительных всех его участников. Опять же, масочный режим 100% во все время проведения мероприятия и полный запрет удаления лиц, отказывающихся соблюдать масочный режим, и контроль дальнейший за ситуацией у лиц, которые в этих мероприятиях участвовали. Вот это вот то, что я бы хотел сказать по прогнозу и по мероприятиям. Вадим Витальевич, спасибо за столь интересную беседу. Здоровья вам и всех благ. До свидания. Спасибо. Здоровья всем слушателям. О вирусе COVID-19, его разновидностях и методах борьбы говорили с экспертом Всемирной организации здравоохранения, кандидатом медицинских наук Вадимом Тестовым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.